Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». С вами Елена Аргунова. Зарина Копырина. Кто она? Шаманка, бизнес-леди или просто певица? Об этом вы узнаете в эксклюзивном интервью для нашего онлайн-журнала. Зарина Копырина уделила нам время в первый же день после прилета в Якутск. Буквально на днях у нее состоялся сольный проект под названием «Эмпатия». Собрала ребят, давно мечтала уже с настоящими, живыми, активными музыкантами московскими сделать проект, не совсем необычный, не просто концерт этнический, а вот именно с элементами медитации. Концерт был с элементами медитации и состоял из 4 блоков: очищение, погружение в себя, тренировка эмпатии и кульминация. Ну, в целом концерт прошел для опыта, да, то есть я впервые участвовала в качестве менеджера. То есть все сама делала, была певцом и на дуде, то есть, как говорят в народе, певец на дуде игрец. Вот. В Москве, в принципе, можно за очень даже недорого уложиться, организовать концерты. Зарине есть с чем сравнивать. Она выступала в нескольких городах Франции. Подобные шоу там всегда проходят на ура. В нашей стране такие вещи на данный момент непонятны зрителю. Но Зарина не расстраивается и надеется на дальнейший успех своего проекта. Я не хотела, чтобы это было просто этническим концертом. И хотелось чего-то нового. Я представляла, что пришедшие люди, они будут делать одновременно еще вот упражнениями. То есть человек пришел и ушел с концерта уже с пользой. С пользой для себя, отдохнувший, набравшись сил. Она называет себя неошаманисткой. Неошаманизм – это шаманизм 21 века, которым могут заниматься люди, у которых нет шаманской крови. Он сейчас очень популярен на Западе, особенно в Америке. Это внутреннее путешествие, погружение в себя с целью решения внутриличностных проблем и конфликтов, возможность больше узнать о смысле жизни, судьбе и высшем предназначении. Я желаю всем, чтобы каждый нашел себя, каждый ответил для себя на вопрос, кто я, что я сделал, что я делаю и что я буду делать для своих близких, для всех, для людей. Это нужно прежде всего начать с окружения, со своего дома, с кровати, потом двор, деревня, да, район, город, ну, целая республика, страна и планета. То есть ты должен себя найти, к какому уровню ты относишься, где ты обитаешь и кому ты можешь быть полезен. Это самое важное. Зарина прилетела в Якутию к своим родным и близким. Вот этот целый месяц я буду в деревне. Я хочу полностью отдохнуть, набраться сил у себя на родине, потому что внутри это все сидит, и ты хочешь выпустить. Я, может, такой человек, который любит реализовать проекты, вот именно вот сам процесс реализации очень увлекает. А потом, когда уже стабилизируется, я уже теряю интерес и хочется чего-то нового. Вот. Она всегда пыталась быть независимой и уже во время написания дипломной работы занялась бизнесом, производством сэндвичей. Мне это понравилось, все самой это делать и получать заработанные деньги своей потом и кровью. И получается, я потом, к сожалению или к счастью, не знаю, все делается к лучшему. Я уехала в Варшаву по стажировке, и вот этот бизнес у меня закрылся. Но остался опыт. И в Варшаве я тоже искала бизнес-модели, параллельно еще занимаясь пением, вокалом, и попала на X-Factor проект. Около года Зарина посвятила вокалу, успешно выступила на проекте X-Factor. Именно в этот момент она поняла свою конкурентоспособность на международной арене. И когда осенью ее пригласили на кастинг-шоу «Американский жених», она ни капельки в себе не сомневалась. В ее образ и открытость нельзя было не влюбиться. Кастинг был, там девушки приходили, тысячи. То есть в Майами
было просто как в фильме. Зашли в виллу, все, уже камеры начали работать, по углам они двигались. Есть микрофон, постоянно у тебя висит 12 часов в сутки. Меня зовут Зарина Копырина. Мне 24 года. Когда я уже прилетела в Москву, было интересно наблюдать со стороны, потому что ты сидишь, анализируешь, как твои поступки, поведение. И это тоже послужило мне большим опытом, потому что это была как психологическая игра. Я со многими сейчас общаюсь, с ребятами, мы остались навечно друзьями. Вот. Но никто, к сожалению, не вышла замуж и не женился. То есть, в принципе, за 1,5 месяца это очень короткий срок. На личном фронте нет, никого нету. Я к этому очень серьезно отношусь. И есть много друзей, но пока потенциального жениха я не вижу на горизонте. Но я думаю, что рано, потому что если уж идти в отношения, то серьезные и на долгие года. А я сейчас карьера, да, это честно, но мешает. Свидание мне вчера прошло абсолютно на позитиве. Мы рассказали друг другу почти обо всем. Но, с одной стороны, это не очень хорошо, потому что какая-то должна существовать тайна. В шоу, в котором я участвовала, там в процентном соотношении 60/40. 60 было правдивое. У нас там были редакторы-психологи, прямо вызывали нас на интервью. Мы сидим, и они тебе задают, допустим, встречный вопрос. Да. А Зарина, ты не думаешь, что она сделала это специально для того, что вы... И ты начинаешь уже отвечать на эти вопросы, которые они задают. И, соответственно, это и показывают на экране. Вот. Было интересно наблюдать со стороны. Я такая уже смотрю по эфиру и думаю, господи, дергали нас за ниточки. Вот. Сразу, да, на Мариночку. Многие знают Зарину Копырину как эпатажную, очень яркую девушку. А какая же она на самом деле? Как только приехала в деревню из Сусялдана, если со стороны посмотреть, я просто сейчас вспоминаю себя. Вау, какая я была гиперактивная и амбициозная, эпатажная, везде в мехах появлялась с конским волосом здесь, да, с ободком. Мне все время хотелось чего-то такого, чего нету. Я хотела чего-то нового. Самое главное, чтобы вот здесь, в сознании, ты верила в себя и настраивала. Для меня это просто большая честь, что я участвую в развитии имиджевой политики, культуры, развитию культуры в целом нашей родной республики. Я очень горжусь этим. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Кинотеатр «Центральный» и интернет-журнал «Умный город» объявляют о старте первого республиканского конкурса любительских фильмов «Шорты». Работы всех победителей конкурса примут участие во втором Якутском международном кинофестивале. Работы принимаются до 1 августа 2014 года. Подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте кинотеатра киноцентр.су и на сайте журнала iGorod.pro. Главный приз – профессиональная фотокамера Nikon. Генеральные партнеры – кинокомпания «Алмаз-фильм» и ювелирная фирма «Керге». Генеральный информационный партнер – газета «Якутск вечерний». На этом мы прощаемся с вами. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала в Якутске «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.